В Москве сегодня открылась всероссийская выставка сельскохозяйственной продукции «Золотая осень». По традиции она проходит на ВДНХ под открытым небом. Участников и гостей фестиваль принимает уже в 21 раз. Северная Осетия в числе российских и зарубежных сельхозпредприятий тоже развернула свою уникальную площадку. Наш корреспондент Карина Гигалаева следит за тем, как проходит выставка. Она готова поделиться и с нами. Карина, расскажи, кто же побывал у стенда нашей республики? Да, Зарина, мы продолжаем находиться на площадке, где развернулась всероссийская выставка «Золотая осень». К этому часу здесь прошло все самое интересное. На торжественном открытии побывал председатель правительства страны Дмитрий Медведев. В своем вступительном слове он отметил, что с каждым годом «Золотая осень» все насыщеннее и интереснее. После вступительного слова он начал обходить стенды и, конечно же, не обошел стороной североосетинский стенд. Его всю продукцию, которая там находилась, он презентовал, точнее, эту продукцию презентовал глава республики Вячеслав Битаров. Также Вячеслав Битаров подчеркнул, что наша продукция с каждым годом все больше и интереснее. В этом году на выставке представлено 800 наименований продукции. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Здесь и овощи, фрукты, орехи, конфеты, мясные изделия, сыры и многое другое. Но особый акцент сделали на рыбе. Я напомню, что продукты осетинского рыбоводства презентовали на выставке «Золотая осень». Впервые здесь радужная и янтарная форель в живом виде. Как я говорила, специально из Осетии сюда привезли аквариум большой, который мы вам обязательно покажем. По словам главы, экспозиция премьеру понравилась. Наша республика представлена достойно на этом празднике. Министерство сельского хозяйства постарались, подготовили хороший стенд, представили много образцов той сельскохозяйственной продукции, которая производится у нас в республике. Был представлен и стенд наших рыбоводов, которые последние 2 года набрали хорошие обороты, и уже более 2000 тонн рыбы будет реализовано в этом году. И обязательно в ближайшие годы нам надо кратно увеличить это количество. Очень заинтересовала продукция председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Тоже достаточно времени уделил тому, чтобы ознакомиться то, что мы производим у себя в республике. Считаю, что и для производителей сельскохозяйственной продукции это хорошее мероприятие, потому что здесь присутствуют и представители с бытовых организаций. Я думаю, что те контакты, которые здесь будут обеспечиваться в дальнейшем, помогут продавать свою продукцию на российский рынок. О том, что выставка «Золотая осень» открывает большие возможности для Северной Осетии, говорит и полпред Северной Осетии при президенте страны Борис Джанаев. Площадки нашей республики сегодня очень привлекательные, инвестиционно привлекательные. Мы смотрим, как у нас возрождаются значит, и сегодня возрождаются и работы на наших сельскохозяйственных угодьях. И сегодня мы видим, как потенциальные инвесторы интересуются нашими площадками. Поэтому в этом направлении мы работаем. В этом и задача наша стоит, руководитель республики ставит такие задачи нам. Поэтому дальше будем работать в этом направлении. Я также напомню, что для североосетинских аграриев выставка «Золотая осень» дает большие возможности. Они смогут привлечь инвесторов, также найти бизнес-партнеров, наладить достаточно интересные связи. Впереди у нас 3 насыщенных дня. К этому часу уже к выставке подходит все больше и больше людей. Они знакомятся с продукцией, с техникой и так далее. Мы тоже находимся на месте событий. И еще добавлю, что впереди не только выставка, но и будут различные концертная программа, будет мастер-классы, дегустации и многое другое. Мы остаемся на площадке, чтобы держать вас в курсе событий. Зарина.